и Серега стоит. Ну что, привет! Здорово! У нас ЧП. Ну что, всем привет! Наконец-то мы собрались в эту долгожданную поездку. Как вы видите, данная гора, она является высшей точкой, скажем так, города Пскова. Сейчас мы постоим отсюда, поснимаем и поедем уже непосредственно в сам внутрь данного Кремля. Баню, к сожалению, кто-то сжег. О, рано встает, как говорится, того Бог дает. Друзья, я вас приветствую в весеннем Сосновом Бору. Сегодня у нас 29 апреля. И сегодня, в эти выходные, у нас, я бы назвал это тестовый выезд. Ну, то есть, смотрите, когда люди идут, допустим, туристы идут в большой поход двухнедельный, принято на выходные сходить в лес, просто вот так вот на пару дней, проверить снаряжение, проверить, то есть, как вот тестово, да, понять, что все готово к дальнему большому путешествию. И вот меня ждет большое, в среднем, примерно месячное путешествие. И я решил, что хорошо было бы захватить псковские земли. Потому что они тоже достаточно исторически ценные и важные для России. И если вы помните, у меня друг в Питере есть, Серега Калистратов. Это его родные места, Псковщина. И он меня звал, давно, уже год зовет, чтобы съездить с ним туда отдохнуть. И вот, наконец-то, я как раз совместил то, что нужно все проверить, обкатать, и то, что нужно съездить, и попробуем сделать какой-то сюжет, ну, в принципе, посвященный уже вот нашему путешествию. Сейчас едем в Гатчину, ну, там с Серегой встречаемся, он с семьей едет, и уже дальше. Ну, в общем, на самом деле мы еще едем отдыхать с его друзьями на озера. Я, кстати, еду по дороге, по которой никогда не ездил. Я поехал по более плохой дороге, но она оказалась более интересной. Но я знал, что так будет. Вон и Серега стоит. Ну что, привет! Здорово! Готов ехать? Конечно. Держим путь Едем. по киевскому направлению. А, ты снимаешь. Ну что ж, всем привет. У нас ЧП. А сколько лет резине у тебя? Не поверишь, я ее купил на той неделе. Новая? Нет, это не новая, это БУ? БУ, но она в состоянии вообще хорошая. А, вот она тоже боковая пробилась. Охренеть. Зато лугу посмотрю. Ни раз тут не был. В итоге меняем резину, потому что залатать эту дырку надо паять. А паять это оставлять, говорят, несколько часов работы. Поэтому пришлось за 1500 купить совершенно другую резину. А это потом разберемся. Ну вот, это поставили, тут запаска будет. И вот так сейчас потихоньку, ну, Серега не рискует быстро ехать. Маршрут перестроен. Вечерний Псков. Доехали в итоге в 10 вечера мы. Хотели раньше, но не получилось. Ну что, приехали. Да, наконец доехали. Приехали к вкусному ужину. Галина, вот мама Кати, супруги Сереги. Сам Серега, Аделина, дочка, и Кирилл. Друг детства, крестный, да? Крестный Аделина, да. Сосед
Почти, да? Ну все, приятного аппетита. Добрались, Кушать, наконец-то. да. 7 часов ехали. Уже 11:30, уже спать пора. Да. Рано Нормально. вставать. Но не без приключений, самое главное. Ну, Для контента. да. Подойдет. Ну все. Ну что, всем привет! Наконец-то мы собрались в эту долгожданную поездку, загрузились и, собственно, начинаем выезжать. Как вы видите, машина битком. На самом деле сегодня повезло с погодой, обещали небольшое похолодание, но, как вы видите, солнышко. Ну что, Игорек, готов? Готов, конечно. Кстати, тут твои вещи где? Это вот чуть-чуть, остальное все мое, да, получается? Ну, Как да, обычно. тут Игорек немного помог мне, да, с вещами, потому что, собственно, как вы видите, собираемся как будто бы на целый месяц в лес. Ну, слава богу, машина большая, может себе это позволить, поэтому... Что, мы начинаем свое приключение. Смотрите дальше, я думаю, будет весело. Друзья, сейчас мы проезжаем школу номер 24, которая находится в городе Пскове. Собственно, данная школа знаменита чем? В ней в свое время училась такая знаменитая актриса Юлия Пересильд. Поэтому, если Юлия нас смотрит, привет тебе от 24-й школы города Пскова. Юлия Пересильд, для тех, кто, может быть, не знает, как раз-таки вошла в тройку тех космонавтов, которые стартовали, по-моему, с Байконура, да, если не ошибаюсь. Да, и отсняли фильм. Первый фильм в космосе. Фильм пока еще никто не видел. Надеемся, что мы его дождемся и наконец-то все узнаем, а существует ли эта наша планета круглая она или плоская, как некоторые утверждают. Кстати, да. Да. До сих пор же мы это не знаем. Ну, лично я не видел. Не знаю, по крайней мере. Поэтому, Юлия, еще раз, если вы подписаны на Игоря, в кино, да, вам огромный привет из города Пскова. Ну, собственно, город Псков и река Великая, так она называется. Не знаю, честно сказать, сколько она километров, знаю, что действительно она большая. А сейчас мы проезжаем гору Соколиха, собственно, на которой возвышается памятник Александру Невскому. Сейчас мы подъедем к нему немножко ближе. Это памятник, посвященный победе над шведами в Ледовом побоище. Данный памятник Александра Невского и его дружины, который расположен на горе Соколиха, выполнен полностью из бронзы. При выборе места установки памятника учитывалось, что гора Соколиха находится на пути следования войск Александра Невского. Было это еще в 1242 году, и монумент был открыт в 1993 году. Как вы видите, данная гора, она является высшей точкой, скажем так, города Пскова, откуда просматривается действительно весь город. Но именно поэтому данный монумент здесь был возведен. Также ходит некий слух, как говорится, о том, что это единственный памятник в России, который установлен спиной к городу. Да, соответственно, так и получается, что Александр Невский со своим войском охранял территорию Пскова, поэтому, собственно, голова коня смотрит совершенно в другую сторону. Сегодня, кстати, мы поедем на рыбалку именно в ту сторону, где проходило само Ледовое побоище. К сожалению, мы не сможем посетить новый монумент, который был открыт буквально несколько лет назад. При открытии, кстати, приезжал даже президент с патриархом. Но нужно очень далеко будет заворачивать, и дорога, честно сказать, не так себе хорошая история. Поэтому один из монументов мы посетили сегодня. Действительно, я надеюсь, вам понравилось это место. Оно пользуется туристической особенностью, внимательностью. Да, и люди приезжают с разных регионов России, страны, да и даже из зарубежья. Все-таки город Псков расположен на границе 3, даже, можно сказать, 4 государств. Это Эстония, Латвия, Литва и Беларусь. Вот. Поэтому от Пскова до Эстонии всего 30-40 минут езды. До Латвии побольше, порядка 2 часов. Надеюсь, что скоро мы все-таки туристов из этих стран тоже будем принимать и радовать своими красотами. Ну, если получится у нас, мы посетим данный Кремль. По-другому он называется Псковский Кром.
Это самое высокое здание, сооружение в городе Пскове. Ну, вот, собственно, туристы из Петербурга побывали тоже на данном монументе. Вот, собственно, идет он, турист с Петербурга один. Место хорошее, имеет свой паркинг, парковку точнее, да, и можно покушать, посидеть. То есть все довольно-таки прилично сделано. Поэтому посещайте наш город. Будем вам рады. Что, едем дальше? Поехали? Поехали. Заводим. Ой, чё? Ну, это тоже весело. Сейчас мы въезжаем в деревню, она называется Елизарово. Вот, и здесь на самом деле очень красивые, святые места. Сюда приезжают также много паломников со всей России. На самом деле организацией данного места и приведением его в порядок занималась Людмила Путина. Она здесь много времени проводила, и на самом деле финансирование, скажем так, государству видно, что приведено все в очень-очень божеский вид. Да, к сожалению, заехать мы туда не сможем, но не потому, что мы спешим, а на самом деле это женский монастырь. Ну, я думаю, комментарии здесь излишни, почему нас туда не пускают и не пустят. Но так или иначе. Хочу немножко рассказать про данное направление. Сейчас мы едем по Гдовской трассе. Само название Гдовская говорит, собственно, о том, что если мы поедем дальше, мы попадем непосредственно в город Гдов. Данная трасса имеет очень большое количество поворотов, да, и многие также гости, которые ко мне приезжают, и когда мы едем на озера отдыхать, а здесь очень красивые озера, на одно из которых мы сегодня заскочим обязательно, спрашивают, почему же такая кривая дорога, почему не могли, собственно, сделать ее прямой. Ответ прост. Во времена Великой Отечественной войны прокладывали данную дорогу специально извилистую, именно для того, чтобы самолеты, которые атаковали Советский Союз, не могли попасть по нашим укреплениям, которые располагались по обочинам, так можно сказать, на сегодняшний день. Именно поэтому специально было много сделано поворотов, чтобы самолетам было сложнее. Сейчас мы поворачиваем на озеро. Озеро называется Серебряное. Назвалось оно, или назвали его так, потому что действительно, когда сверху смотришь, такое чувство, что внизу лежит серебро, а на самом деле, поговаривают, это просто белая глина. За счет этого, собственно, и произошло название. Но в большей степени мы едем сюда. Зачем? На данном озере снимали очень известный фильм с Козловским, который называется «Мы из будущего», первая часть. Кто не смотрел, обязательно рекомендую к просмотру. Фильм про войну, как ребята из настоящего времени попали в прошлое, ну и, собственно, все у них понеслось. Причем мы сейчас подъедем на то место, где персонажи данного фильма именно ныряли, когда им стало жарко, да, вынырнули и попали в прошлое. И вот, собственно, само озеро. Красота. Сейчас народа, конечно, здесь нет, потому что еще все-таки май. Но летом здесь, друзья, свободное место, чтобы найти, нужно постараться. Вот такой у нас здесь есть пятачок, на котором мы постоянно располагаемся, проводим мероприятия. Как говорится, будете у нас на Колыме, милости просим. На самом деле, Псковская область и вообще Гдовское направление очень сильно славится своими чистыми озерами. Спасибо тем людям, кто за собой убирает остатки роскоши, да, в выходные дни. Вот. За это всем огромное спасибо. Ну и, собственно, вот на том месте
Ребята ныряли, вот тот пляж видно. Приглашаю всех на наши озера. На самом деле будете здесь. Это 42-й километр от Пскова. Поворот налево. 42-й или 52-й? 52-й километр от Пскова. Поворот налево. И здесь вы точно не заблудитесь. Ну и как вы видите, действительно это очень красиво. Игорек, по-моему, пошел купаться. А еще поговаривают, здесь на дне озера самолет лежит, да? Ходит такая легенда. Вот, но на самом деле вроде дайверы здесь плавали, смотрели. Плотность воды, плывешь, даже гребсти труднее, чем в речке, там даже в том озере. Маленько другая плотность, почему-то, не знаю. Ну и вот цвет, да, о котором я говорил, он такой действительно серебристый, изумрудный. Серебряный называется. Да, причем дальше, вот, где мы будем проезжать, лагерь Ям. Озеро, оно действительно не цветет сейчас, это такой цвет. Очень красиво, очень чисто. Еще раз всем огромный привет и большое спасибо, кто за собой убирает мусор. Давайте оставим наши леса чистые и передадим нашему подрастающему поколению такую хорошую привычку. Потому что кто, если не мы, скажем так, будет за нами убирать. Ну что, нам остался всего лишь километр до базы, собственно, на которой мы будем находиться двое суток. По погоде, говорят, ночью было -1. Но я думаю, Игоря это точно никак, ну, как бы не пугает. Да, и не смущает после 50-градусных морозов в Якутии. Вот, но так или иначе. То есть сейчас на солнышке хорошо, плюс 12, плюс 14, даже когда ветра нет. Но ночью нас ожидает небольшое приключение. Готов? Да, я очень рад, что у меня сегодня выходной. Серега меня заменил. Ну а, друзья, мы в лагере добрались. Собственно, да, если кто-то ожидал, что здесь будет обычный палаточный лагерь, ну, мы сами не ожидали. Да, мы немножко посерьезнее относимся к рыбалке. Ой. Вот дядя Илья нас уже встречает. Самое интересное вы пропустили, если что. Баню, к сожалению, кто-то сжег в этом году. Поэтому потихоньку ребята уже начали восстанавливать. Ну, соответственно, конечно, доведем все до полного необходимого состояния, и она будет функционировать как принято. И после зимы, само собой, немножко произошли изменения. Пирс тоже нужно поремонтировать. Но все будет готово. Крутой лагерь. Уже полевая кухня. Круто. Какой запах. Да, у вас это вообще круто, основательно. Вы тут живете же здесь, ну, летом, да? Летом прям надолго здесь, да, можно в отпуск приехать на месяц? Да, только за продуктами надо будет в Ям ездить. Ну, недалеко вроде. Ну да. Кирилл, ну только ради этого приехал, ради хлеба и соли. Короче, 4.30, под потолок 2.80, 159. У тебя 4.30 2.80? Вот и готов дом. Серега один собрался спать? Я один, это моя трешка. Недвижкой занимаюсь все-таки. Ну что, домики поставили? Ты все, Серег, разложился? Ну, а сейчас, да, сам осталось. Матрас надул? О, у тебя тут, конечно, нормально. Мужики говорят, ночью очень холодно, да? Да. А, видеосъемка идет. Идет. Ну, как сказали, холодно? Сказали, терпимо. Ну, поэтому у нас есть костер. У нас, кстати, уже заработала банька. Сними, банька Да, топится. да, я Хоть она немножко такая пострадавшая от рук дикарей. Вот, но ничего, сегодня мы погреемся, возможно, даже искупаемся. Я знаю, Игорь любит купаться, поэтому
Может Ну, быть, сейчас не я не очень сегодня. купаюсь, на самом деле. А ты Мне устал? После операции мне сказали несколько месяцев не переохлаждаться, ничего. Ну, ничего страшного, может быть, кто-то из нас захочет Посмотрим. искупнуться. А я, может, сам захочу. Поэтому все здорово. Двухкомнатная квартира готова. Ну и у меня студийка. С октября я в гамаке не спал. Не уверен, что сегодня буду спать, на самом деле. Ну, повесить повесил. Может быть, сейчас днем посплю. Я, на самом деле, сейчас 3 дня подряд уже сплю по 5 часов. И сегодня у меня уже такое... Мы опять вчера легли в 4. Я пока там еще по монтажом позанимался чуть-чуть. Сейчас пытаюсь каждый день вот поснимать и монтировать, поснимать, монтировать. Вот сегодня тоже вот ночью вот мы легли спать, я вот там минут 40 еще поделал. И в 9 уже подъем. В общем, состояние сегодня такое. Хорошо, что меня Серега заменил. Так вот здорово рассказал про Псков, потому что меня вот что-то... В общем, усталость накатывает. Я сейчас, наверное, посплю. Вот днем поспать будет замечательно в гамаке. А ночью, наверное, меня уже выручит мой железный конь. Ну что, Иркин об этом даже не знает. А я вам покажу. Пока мы разложили удочки, он решил немножко отдохнуть. Ну пусть. На самом деле за 2 дня Игорь поспал мало, поэтому пусть человек немножко отдохнет, потому что ночью мы планируем порыбачить, поставить донки. Вот такой у нас лагерь сложился. Жрачка. Казанская. Вот в Казане. Ну что, доброе утро. Время 9. Пора, так сказать, просыпаться. Пойду будить Игоря. Спит, конечно, в своей любимой палатке, в гамаке. Горян! Игорь! Опа! Подъемушки! 9 уже. Сколько? 9. Что так рано? Ну, кто рано встает, как говорится, того Бог дает. Сейчас баньку уже там ребята затопили. Да, сейчас с утра погреемся и потом на лодку и на рыбалку, собственно. Да, давай. Ты приехал спать в лесу, что ли? Давай, просыпайся, ждем тебя на кухне. А я пойду пока посмотрю, чем занимаются остальные. Вот под этими листьями, морковками и лучком спрятано то, что будет очень вкусно. А что мы узнаем? Что, шурпа? Нет. Нет. Ну ладно, ждем. Но не хуже, чем шурпа. Ребят, конечно, тут все прям как надо благоустроено. И генератор привозит. И вот санузел готов. Все как полагается. И вид какой открывается на озеро. Вот сюда. А вот и секрет, да, который Сюда, сюда, сюда. А там что? О, это Еще столько. несколько таких секретов. 3 рулечка еще Обалдеть. осталось. Из 4. Сколько ты готовил? 4 часа? 2 с небольшим, да? Офигенно. Ванька нагрелась вообще нормально. 100, почти 120, 110. Рульку поели, теперь очередь Сереги. Как Баловать говорится, нас. сегодня делаем гороховый суп с копчеными ребрами, естественно, с обжаренным в казане мясом, лук, морковь, ну и, само собой, горох, который у нас уже замочен, запарен. 2 часа он отстоял, поэтому получится не суп, а фактически гороховая каша. Поэтому через 45 минут вы увидите что-то интересное. Добавляем мясо, соль и перец, далее морковка и лук. Ребра пошли копченые. Мясо практически готово, засыпаем горошек. Вот такой тазик горошка мы засыпали. 2 килограмма гороха. Ну, в принципе, нас сколько здесь, 15 человек.
Поэтому тушим 15 минут. Добавили сначала немного воды, закрыть горох и отправляем на тушение еще минуток на 15. Все, добавили воду, собственно, и теперь минуток на 30, чтобы это дело все проварилось. Ну что, друзья, суп готов. Давай, угощай. Спустя 1,5 часа или 2 готов наш супец. И он реально отличается от домашнего, потому что все-таки все сделано на костре. Вам куриный или свининый? Вот, молодец, Дмитрий. Тоже попал в кадр. Сергей, какой будешь, куриный или свининый? Вот такая красивая ольгинская часовня. Место молодых, которые после свадьбы, бракосочетания дворца приезжают сюда, ну и, собственно, сделать красивые фотографии. Ну и, само собой, повесить вот такие замки, которые, в принципе, давным-давно уже сказано, чтобы их не вешали. Ну, признаюсь честно, и после своей свадьбы я тоже здесь фотографировался всей компанией. Сейчас мы постоим отсюда, поснимаем и поедем уже непосредственно в сам внутрь данного Кремля. А еще раз повторюсь, он называется Псковский Кром. И река Великая, также вот рыбаки, которые ловят здесь семгу. Шучу, не семгу, конечно, обычную плотву. Была бы здесь семга, было бы все совершенно по-другому. Что, Россия начинается здесь, Игорь? Да, вот поэтому мы сюда и приехали. Перед путешествием в Якутск. Начать именно отсюда. Ну и по легенде, либо летописи, я не знаю, как это правильно называется, данный Кром, да, был построен просто в 903 году. И по сей день он сохранился, конечно, там не на 100%. И, естественно, во времена Великой Отечественной войны он также пострадал. Причем, да, кстати, если посмотреть, то вообще данное крепостное сооружение, оно уходит далеко-далеко туда дальше. Еще буквально на, может быть, 1-1,5 километра. Вот, то есть во времена Великой Отечественной войны он тоже был разрушен, не весь, но его часть была подвержена бомбардировкам. Кстати, данный Кремль, именно данное сооружение, оно горело. Был большой пожар лет, наверное, 8 назад. Если посмотреть на просторах интернета, можно найти эту информацию. Раньше здесь вообще существовал так называемый Давмонтов город. Я могу, конечно, в истории немножко ошибаться, но знаю одно, что до сих пор по сей день на реках, либо на окраинах Пскова можно найти Давмонт. Это монеты, которые, собственно, были в то время и которые очень сильно славятся, ценятся. Давмонты, так называемые. Вот вчера мы заезжали на памятник Александру Невскому. Сегодня мы непосредственно стоим у крепости, да, где вот размещен данный памятный амулет, не знаю, как это даже назвать, с настоящим мечом Александра Невского. Конечно же, я шучу, потому что данный меч, ну, примерно 4 метра исполнения. Есть поверье, то, что нужно обязательно взять камушек, попасть в один из щитов. Что тебе это даст, я не помню, но вот многие приезжие в Псков, да, действительно проделывают вот такую, скажем так, процедуру, такую историю. Входим в древний город, как раньше. Да, и повозки всякие идут там на рынок. Солдаты ходят, стражники. Как в игре Assassin's Creed. Есть такая игра. Ведьмак, да.
и, конечно, в каждой крепости всегда были вот такие бойницы, с которых непосредственно велся бой. Это лучники, или как это было в разных описаниях, да, выливали смолу. А вот один лучник. Нормально ты обзоришь на узенького. Но вот здесь как раз можно наблюдать следы еще былой эпохи и уже произведенная реставрация, которая максимально приближена к тому цвету. И была подобрана порода камней, чтобы максимально передать ту былую историю. И сегодня люди могли действительно видеть, как в прежнее время, былые века, жили люди, существовали и охраняли свои территории. Ну и, конечно, в Пскове на сегодняшний день это будет главная достопримечательность города. Поэтому большинство туристов, которые приезжают на Псковскую землю, они первым делом посещают непосредственно данные места, что я вам рекомендую сделать. Ну, вот, собственно, такое полное сооружение, так называемый Псковский музей-заповедник. Можно посмотреть, как выглядит на карте. Ну что, вот и подошли выходные к своему завершению. Собственно, приходится покидать данное место. Загрузились уже. Что, Игорь, поехали? Да, Серега, спасибо, что подменил меня в эти выходные. Я отдохнул перед дальней дорогой до Якутии. Ну, и, в принципе, хорошо отдохнули. Выходной тоже нужно себе делать. Сделали небольшую остановку Елизаровского монастыря. Тот монастырь, про который я рассказывал, женский. Тут есть родник, собственно, где все останавливаются по трассе, набирают воду. Вот мы тоже решили. Плюс в лесу еще есть купель. Она такая очень интересная. Вечером, конечно, здесь, наверное, не очень приятно идти, потому что такие вот моменты есть, да, можно провалиться. Купель. Вот такое место. Прикольно всегда так. Да. Ну, единственное, что немножко неудобно, она там выливает, сбоку держится, так набирается. Ну, так, нормально. Собственно, водичка, да, чистая, кстати. Игорь сказал, что очень вкусная. Лучше, чем из колонки, которую мы набирали до этого. Да. Ну что ж, друзья, вот и подошли наши замечательные выходные с Эркином, которые мы здорово провели на Псковской земле. Если кто-то из вас также захочет посетить наши края, не стесняйтесь, пишите мне вот сюда, соответственно, добавляйтесь, друзья. Ну а я, в свою очередь, передаю эту камеру обратно Игорю, пожелаю ему хорошей и легкой дороги в его интересном проекте. Пусть машина радует и, собственно, кушает мало бензина. Спасибо, что приехал ко мне в гости. Я надеюсь, Серега, что это был не последний раз, когда ты на Псковской земле. И тебе удачной дороги. Спасибо. Передаю. Все, друзья, Серега, прощаемся. Надеюсь, вам было интересно. Мне очень нравится, как он ведет телепередачи. Давно хотел вот сделать такую вещь, чтобы он полностью, максимально как сможет, провел сюжет. Особенно про Псков, про его земли. Я тут первый раз, никогда не был, а он знает все лучше меня. Меня ждет уже дорога до Якутска. Сейчас возвращаюсь со сноуборд, 3 дня на сборы и вперед. Пора ехать. Ну все, счастливо. Я понимаю, что мы с вами простились, но уехать мне из Пскова не удалось. Я заехал к друзьям. Если вы смотрели один из моих недавних роликов про Невельский район. Привет всем. Так, ну я думаю, что кого-то вы уже узнаете. Когда мы были в Невельском районе. Деревня Барканы же, да, у нас называется. Вот, да. Вот теперь мы в Пскове у родни.
у другой родственников, да. Вот я тоже заехал в гости. Надеюсь, приютят меня на сегодняшний день. Вот, у нас классный стол. Уже все съели. Уже все съели, да. Ну, я успел чуть-чуть захватить. Вот, ну Погода все. замечательная. Да, тепло сегодня. Хорошо. Один хвостик остался, да? Да. Один хвосты, все остальное слопали. А что, хвосты никто не ест? Костлявый, что ли? Не, Ничего, все съедим. Или на самое... Тебе оставлю. Давайте. Да. Леща чисто купили на рынке. Нет, Не ловили, мы не браконьеры. Старательных работников поощрял, ленивых же презрением наказывал. По планам Петра начались работы по укреплению Псково-Печерского монастыря, служба в котором так впечатлила Петра при прошлом пребывании в городе. Был насыпан вал с 5 бастионами перед башнями, вырыты рвы с водой, установлена артиллерия, самая мощная.